В нашу редакцию обратились жители одной из улиц села Выльгород Сыктывдинского района. Каждый день, чтобы добраться до места назначения, им приходится пробираться через залежи грязи. В районе, где им дали участки для строительства домов, как было бездорожье, так и спустя несколько лет не пройти, не проехать. Как же люди живут в таких условиях, выясняла Ольга Коняева. Посмотрите, как мы живем. Принимаем грязевые ванны бесплатно, в салоны мы не ходим, все свое, родное, природное. Вот так мы живем каждый год, и весной, и летом, все, мы плаваем и плаваем, уже не знаем, что делать. С юмором у местных жителей все отлично, но вот такая картина чаще все-таки вызывает не смех. Это первый проезд улицы с гордым названием «70 лет Победы». Печально, но это скорее полный провал. У меня 5 детей, все дети мои ходят и приходят как поросята, грязные все. И хотелось бы, чтобы как-нибудь, чтобы кто-то нам помог, чтобы нам сделали дорогу, оканавливание. В этом году вот садик откроют, где-то к сентябрю сказали. Даже вот я с дома, вот как я могу добраться с ребенком до садика? Ни одна коляска не проедет, пешком-то вот еле ходим. Даже летом после сильных дождей не проедешь уже. Чуть сильнее сырость становится, уже не проехать, не пройти. Участки в этом районе Выльгорода в 2014 году давали льготным категориям граждан. Тогда, мол, обещали, что электричество, вода, газ, дорога – все вот-вот появится. И так получилось, что именно в этом злополучном первом проезде, как говорят сельчане, живет больше всего семей с детьми. Уже и дома построены, и малышей стало еще больше. Но дороги под слоем глины так и не видать. Чтобы добраться до своего жилища, жители подъезжают на машинах, оставляют здесь авто. Дальше дорога заканчивается, надевают резиновые сапоги, желательно повыше, и идут по такой грязи к своим домам. Ой, не утонуть бы. Даже самые большие машины здесь застревают. Скорые, пожарные приходится вытаскивать. Обращались в администрацию района. К слову, люди готовы были сами начать работы, но понимания у сельских властей не нашли. Говорю, давайте мы сами оканавливание сделаем. В прошлом году вот я обращалась в администрацию. Хотя бы границы покажите нам, вот где вот дорога находится. Мы же даже не знаем границы, где вообще дороги. У нас вообще ничего не понятно. Они сказали, придем. В прошлом году так и не приходили. Мы обращались в район, все в районе понимаем, что денег нет. Денег нет, но как-то надо решить, хотя бы как-то что-то нам бы оканавливали эти две стороны, чтобы хоть самим бой или что-то привезти, чтобы сделать. Когда приезжают администрация, говорят, что у вас нормальные дороги, когда вот подсыхает. Летом Травка зеленеет, цветочки цветут, да? В декабре прошлого года в программе «Личный прием на Юргане» глава Сыктывдинского района упоминала об улице 70 лет Победы так, что показалось, будто все уже сделано. За 2019-2020 годы мы обустроили проезды на таком, в общем-то, вызывающем много справедливых нареканий наших граждан, 70 лет Победы, и в том числе решили проблему подъезда к новому строящемуся детскому саду на 270 мест. Улицу действительно постепенно приводят в порядок, но, как все мы видим, до первого проезда блага цивилизации пока не дошли. В администрации Сыктывдинского района комментировать на камеру отказались, ответили письменно. Проезд относится к микрорайону перспективной застройки, который будет благоустраиваться в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». На данный момент проект строительства внутрипоселковой транспортно-пешеходной сети села Выльгород Сыктывдинского района направлен в Управление государственной экспертизы Республики Коми. Сроки реализации 2022-2023 годы. К тому же администрация предлагает привлечь средства на первичное благоустройство дороги через народный бюджет и создание ТОСов. Приведены положительные примеры ремонта дорог и тротуаров в Выльгороде. Тем временем у жителей на руках еще один аргумент – решение суда в их пользу. А буквально на днях они записались на прием к главе Республики Коми. Ольга Коняева, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.